День памяти протоиерея Михаила Чекера в храме Сретения Господня Молдавского госуниверситета состоялась панихида. Гагаузский просветитель 35 лет проработал настоятелем этого храма. По словам священнослужителей, которые сегодня продолжают его дело, Михаил Чекер оставил большое наследие не только в церковном деле, но и в других областях. Но мы находимся в периоде, когда мы пытаемся восстановить ценности нашей части нашей культуры, нашей истории. Всего самого драгоценного, что мы имеем, это, безусловно, такая личность, как протоиерей Михаил Чекер. И сегодня я считаю, что общество только отчасти открывает такую великую историческую фигуру и отчасти даже только осмыслит все то, что он оставил и сделал для культуры гагаузской и для культуры молдавского народа. Отец Михаил очень долгое время нес послушание священника этого храма, а также сделал очень многое для нашего народа, стал апостолом гагаузов, которых просветил не только письменностью, но также и своей просветительской деятельностью. На конференции с докладами выступили священнослужители и научное сообщество Молдовы, Гагаузии, Украины, Болгарии. С приветственным словом к присутствующим обратился ректор Молдавского госуниверситета Игорь Шаров. Он отметил, что роль Михаила Чекера огромна, и храм, который сегодня действует на территории учебного заведения, это детище просветителя. Проведение сегодняшней конференции и открытие зала в его честь – это большое для нас событие. Я хотел бы поздравить в первую очередь господина Мошина, который в этой церкви проповедует. Да. И это знаменательно. Почему? Потому что в него где-то сохранился этот дух. На мероприятии доктора истории, филологии, преподаватели, фольклористы рассказали о Михаиле Чекере как о многогранной личности и уже к известным фактам его биографии открыли новые интересные страницы его жизнеописания. Доктор истории Иван Доминников в своем докладе раскрыл протоиерея как активного участника организации Союза русского народа. Мы исследователи начали исследовать Михаила Чекера. Но как-то в определенный период все остановились и как-то начинают уже топтаться на одном месте. Его биографию постоянно одно и то же говорится. И об этом говорили коллеги на сегодняшнем мероприятии, поэтому оно важно сегодня мероприятие, потому что мы не только говорили о Чекере как об известной религиозной личности, но и поставили проблемы. То есть поэтому конференция научно-практическая. То есть каждый исследователь ставил перед всеми проблему исследовательскую и говорил, что вот она еще не исследована. Степан Булгар рассказал о Михаиле Чекере не только как о приверженце духовенства, но и как о человеке, который принимал активное участие в общественных делах Бессарабии. В отдельном сборнике собрал данные о его работе в Бессарабском земстве. Наша задача, я понимаю, чтобы мы смогли создать цельную картину. Его жизнь, он жил долго, и где-то 50 лет его деятельности, вот с момента его уже формирования как личности, мы должны это дело изучать и понять его мировоззрение, его отношение и к гагаузам, как и молдавскому народу, и ко всем. На практической конференции были заслушаны доклады не только о вкладе Михаила Чекера, но и о проблемах прошлого и современного в образовании, в изучении родного языка, сохранении культуры и о роли Камрадского госуниверситета и колледжа имени Михаила Чекера в образовательном процессе региона. Но, как отмечают участники, начало всему этому поставил именно просветитель. И я не случайно выбрала данную тему выступления, потому что знаменательно, что в начале 90-х годов в Камрате был открыто педагогическое училище, и спустя несколько лет оно получило имя Чекера. Это наложило отпечаток на ту высокую планку, которая была создана в подготовке молодых специалистов. Это очень многогранная личность, которая проводила титаническую работу просветительского характера, образовательного плана. Ну и, конечно, как пастырь, как истинный пастырь православной церкви, тоже он сделал очень немало.
В завершении конференции директор научного исследовательского центра Гагаузии зачитала резолюцию и отметила важность проведения таких мероприятий для молдавского общества в целом. Сегодня открылся зал, конференц-зал имени Михаила Чекиры. Это то место, куда будем приходить и мы, куда будут приходить наши коллеги, где будут проводиться массовые мероприятия, именно посвященные Михаилу Чекире и всем тем работам, которые он осуществлял. В дальнейшем планируется подписать двухсторонние соглашения о сотрудничестве между научно-исследовательским центром Гагаузии и Молдавским госуниверситетом. Зинаида Канцер, Владислав Табачук, Мария Казак, УГРТ Новости.